Здравствуйте, вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Когда вы думаете о мультфильмах, какие первые названия приходят вам на ум? Ну вот для меня, например, «Падал прошлогодний снег» или «Простоквашино». И сегодня у нас в гостях автор, создатель этих мультфильмов Григорий Васильевич Гладков. Здравствуйте, Григорий Васильевич. И министр цифрового развития Кристина Андреевна Манина. Почему у нас такой состав гостей, поговорим позже. А сейчас, Григорий Васильевич, у вас какой вот ваш любимый мультфильм? Ну, конечно, «Падал прошлогодний снег», потому что это жизнь длиною в год. Почему так? Потому что Новый год – это всегда как бы подведение итогов. Он радостный праздник и в то же время грустный, радостный, потому что это праздник, а грустный, потому что еще один год жизни ушел. И «Падал прошлогодний снег». Он существует, во-первых, и сейчас очень много снега прошлогоднего под снегом, который сверху. Кристина Андреевна, у вас какой любимый мультфильм? Если говорить о мультфильмах у Григория Васильевича, «Падал прошлогодний снег» — это, конечно, безусловный шедевр. Его же на цитаты буквально разобрали, да? «Послала жена за елочкой», «послала, так послала», да? Я очень хорошо помню эти фразы, это прекрасный мультфильм. Но лучшие мультфильмы мира, но это было давно очень, вот эта оценка была. Мультипликаторы мира собирались, может быть, они каждый год собираются, но мы знаем информацию о том, что 2 мультфильма Юрия Нарштейна стали самыми такими известными, топовыми. «Ежик в тумане»? «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Вот. Но Эдуард Успенский и Роман Качанов, с которым они делали «Чебурашку», они считают, что все мы вышли из варежки. И сейчас очень много детских мультстудий. Это новый тренд появился. Дети снимают мультфильмы. И появились фестивали даже. Ну, мультфильм – это такая возможность вернуться в детство, сделать героями кого угодно, вплоть до того, что там та же самая ручка может быть героем, да? А дети, они вот, может быть... дети быстро осваивают компьютер мгновенно. И для них это ожившие рисунки и выражение их фантазии. Это очень здорово. Компьютерные мультфильмы, они... То есть вы поддерживаете это направление? Да. Ну, компьютер здесь средство производства. Они снимают так же, как и раньше. Взрослые мультипликаторы, они тоже, как дети, пытаются быть, разговаривать детским языком. И дети как дети. И дети как лучше получается? Носители языка лучше, конечно. Они как бы побивают взрослых, точнее, драматургия, например. Григорий Васильевич, вы автор музыки к очень многим таким советским мультфильмам. Те, что стали уже классикой, те, что мы сами смотрим с удовольствием, пересматриваем, детям показываем. Это какая-то вот особая любовь к мультипликации у вас? Да, у меня песни все мультипликационные. Мама была заведующая детскими яслями. Я рос в атмосфере ее профессии. Дома были детские книжки, пластинки, сценарии. Я помогал маме и эти елки сочинять, и играл на утреннике, на баяне. И вот первые песни, которые у меня рождались, они были в этом стиле. И поэтому меня, конечно, запеленговали мультипликаторы. В детский жанр уходили лучшие, и уходят. Там сюжеты интересные персонажи, словечки, как у Михаила Яснова, мой любимый детский поэт. Он вообще новый язык придумал, он филолог, из 2 слов или из 3 делал одно слово. Например, первая пластинка у нас была «Чудетство». В «Чудетство» откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютик у речки, и звонко поют соловечки. И он расшифровал слово «чудетство» как «чудесное детство». Я ему собрал целую коллекцию в регионах России. Не везде детство называют чудесным. Где-то называли чумазым, где-то чугунным, Магнитогорский, где-то чудовищное было. И когда я приехал в Чебоксары и вышел на сцену огромного ДК, по-моему, тракторостроительного завода, я говорю: ребята, из каких 2 слов состоит слово «чудетство»? И ребята мне закричали: «Чувашия и детство». Вот такая детская поэзия, и она сама просится в мультипликацию, а если еще и музыка хулиганская, или та, которая этим стихам помогает, то получаются, действительно мультфильмы. Григорий Васильевич, мультипликация и Чувашия, как они могут быть связаны? Как? Естественно. Так же, как любое искусство и Чувашия связаны тем, что здесь живут творческие люди.
творческие дети. Я 12 лет был в жюри детского Евровидения, и дети еще ваши постоянно тоже у нас участвовали. Ну, я знаю, что вы не просто так приезжаете в Чувашию, у вас есть какой-то проект, который вы хотите развивать здесь у нас, в нашей республике. Здесь инициатива возникла снизу, что ли. Здесь очень творческие люди, которые объединены вокруг Министерства цифрового развития. Я так понимаю, что у нас будет своя студия мультфильмов. Чуваш мультфильм. Я уверен в этом. Это даже и говорить нечего. Удивительно, что ее нет еще. Ну, с вашей легкой руки. Кристина Андреевна, насколько вообще Чуваш мультфильм возможен в нашей республике? Сколько это вот реально воплотимо? Слушайте, ну, конечно, это реально. Во-первых, чем больше мы об этом говорим, тем это реальнее становится, потому что мысли, они потихонечку материализуются. И действительно у нас здесь очень дружная и профессиональная команда, которая способна создать замечательные мультики там, с чувашскими героями и на весь мир эти мультики показать. У нас все для этого есть. Есть даже специальные гранты, которые разыгрываются на уровне Российской Федерации, в которых просто нужно участвовать так целенаправленно, упорно, и однозначно все получится. Но есть феномен якутского кино, да? Есть, И будет да. феномен чувашского мультфильма. Да я уверен. Потому что самое главное, здесь талантливые дети, взрослые. Вот художник Шаликов, как его зовут? Данил Шалик. Потрясающий вообще. А Тахир Муджарапов, какой креативный человек, выдумщик. Дмитрий Донсков. Эта студия, она их как бы притянет, потому что многие айтишники, компьютерщики, фантазеры, они дома сидят, и нет повода им как бы выйти. Ну да, как а раз тут они все появятся. У нас IT-кластер хорошо развит в Чувашской республике. Вот, IT-кластер, конечно. да, кстати. Цифровой внутри есть. кластер, IT-кластер. Как Нам не Конечно. хватает креативного кластера. Да. То есть это же отдельно, все равно мультипликация — это креативная индустрия, так же, как и кино, Фантазеры. мода. Это высокая добавленная стоимость из интеллектуального труда. Очень важна анимация отечественная с точки зрения идеологической, чтобы не потреблять все время чужое, а создавать своих героев. И, конечно, у нас успехи в этом. Это и смешарики, и лунтики, которые заполнили российское пространство, фиксики, которые сделаны в России. Да. Вот, и поэтому чувашские герои, которые обязательно будут в будущей студии, они заполнят детство ребят уже, которые подрастают. И они будут расти вместе с ними. Продвижение региона в том числе. Да, продвижение региона через это как ничто другое. Потому что это наиболее доступная форма, более доступная, чем кино. А если говорить о той же самой студии «Чуваш мультфильм», да, вот когда, не знаю, можно ждать первых результатов? Какие они могут быть? С чего, может быть, надо начинать? Первый Что результат делать? вчера называется. Я удивляюсь, что до сих пор почему студии нет. Потому что не было такого министра. Спасибо, конечно. Очень приятно. На самом деле, в прошлом году у меня такой был интересный тоже опыт. Мы ходили смотреть геральдику чувашскую в один из наших музеев. И мне показали такой в тубусе в единственном экземпляре сделанная игрушка очень давно, и она сохранилась единственно одна. Хмеленок. Ну, то есть это шишка хмеля, Да. но она Ну с вот, человечком, пожалуйста, она уже с человечком, но как бы вся Чебурашка, такая блестка. хмеленок будет у нас. И он такой миленький, ну, очень приятная игрушка. она такая Прекрасное в тубусе. имя. Мы ее отфотографировали, я отправила ребятам из Канаша. Там есть у нас IT-куб, и там занимаются детки, они там с разных районов приезжают. Я говорю, ну, нарисуйте мне. Они мне замечательную сделали цифровую копию в разных видах. Я вот ее Тахиру тоже отдавала, показала. И почему бы не сделать это там Смотрите, одним ну из вот уже наших есть чувашских первый героев? персонаж. Конечно. Да. А если ребят спросить, что вообще вот они именно чувашского хотели бы в мультиках, я думаю, они нам кучу предложений дадут. Потому что у нас есть специальные и кружки, и секции, посвященные анимации. В кванториумах они есть, и надо просто задачу такую поставить. Я думаю, ребята сами с удовольствием подхватят. Мы действительно узнали очень много про будущую чувашскую мультипликацию. Про настоящую Про уже. настоящую. Все уже. Считайте этот эфиром начало. Этот эфир началом. Отсчет пошел. Я напомню, что сегодня гостями программы «По существу» был композитор, автор известных мультфильмов советских, российских Григорий Гладков. Заслуженный деятель искусств. И министр цифрового развития Чувашской республики Кристина Майнина.
Спасибо большое за внимание. До свидания.